Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка и литературы. Сегодня мы продолжаем изучать раздел «Язык – это окно в новый мир». Тема урока – близнецы, но не братья. Сегодня на уроке вы узнаете о нормах употребления разных по значению, но сходных по звучанию и написанию слов. Научитесь различать паронимы и правильно использовать их в речи. Материал для самостоятельных наблюдений. Послушайте и сравните данные пары слов. Чем они отличаются? Что они обозначают? Одинаковые или разные понятия, признаки, действия. Дипломат, дипломант. Золотой, золотистый. Белить, белеть. Паронимы – это разные по значению слова, сходные по звучанию и написанию, часто однокоренные. Поступок – проступок. Враждебный – вражеский. Представлять – предоставлять. Слова-паронимы относятся к одной части речи. Выполняют одинаковые синтаксические функции, но различаются сочетаемостью с другими словами. Например, надевать что? Пальто, одевать кого? Сестру. Смешение паронимов приводит к речевым ошибкам. Упражнение номер 1. Ознакомьтесь со словарными статьями паронимов. Серебряный, серебристый. Обратите внимание на сочетаемость данных прилагательных. Составьте с каждым из них распространенное предложение. Серебряный, серебристый. Серебряный – первое значение. Такой, который относится к серебру, сделан из серебра, содержит серебро, покрыт серебром. Посуда, блюдо, чашка, кубок, рюмка, кувшин, поднос, ложка, вилка, нож, сахарница, щипцы, подсвечник, самовар, монета, медаль, пуговица, кинжал, браслет, кольцо, кулон, брошка, серьги, часы, сепочка. Быть, казаться серебряным. У моего дедушки были старинные серебряные часы, которые он очень берег. Второе значение – такой, который цветом или блеском напоминает серебро. Иней, снег, свет, звезда, месяц, паутина. Например, в большие окна падал на пол серебряный свет полного месяца. Лев Толстой. Серебристый. Первое значение – блестящий белый с серебряным блеском. Например, ландыш, свет, борода, волосы, тополь. Второе переносное значение – мелодично звонкий, высокого тона, голос, смех. А теперь прочитаем составленное предложение. Первое предложение. Я подарила бабушке на день рождения серебряный браслет. Второе предложение. Мы красили стену краской серебристым оттенком. Упражнение номер 2. Прочитайте пословицы и поговорки. Объясните их смысл. Вставьте вместо точек подходящие по смыслу слова. Докажите правильность своего выбора, используя толковый словарь. Опишите устно ситуацию, в которой можно употребить одну из данных пословиц. Первое. Слепая ненависть – плохой советчик. Смысл этой пословицы в том, что в сложной ситуации нужно сохранять здравый рассудок. По толковому словарю советчик – это слово мужского рода.
Первое значение – это тот, кто советует, дает советы. Например, мне не нужны советчики. Он мой постоянный советчик. Второе значение со словами «хороший», «плохой» – это о том, что может оказать влияние, воздействие на чье-либо поведение, решение. Например, гнев – плохой советчик. Второе. Конец всему делу – венец. Венец надевался на голову победителя в случае победы в сражениях, означал власть, могущество, силу. Поэтому сейчас говорят «конец делу венец». Третье. Дареному коню в зубы не смотрят. Смысл этой пословицы состоит в том, что ты должен быть благодарен за любой подарок. Нельзя обижаться на полученные подарки. Это оскорбляет людей, которые тебе их дарили. Зуб – это костный орган во рту для схватывания, кусания, измельчения и разжевывания пищи. Четвертое. Глупому сыну не в помощь наследство. Смысл этой пословицы в том, что если человек глупый, то богатства ему не только не помогут, а могут даже навредить. Наследство – это слово среднего рода, значение – имущество, остающееся после смерти владельца и переходящее в собственность наследника. Пятое. Говорит как дипломат, а дела не идут на лад. Здесь говорится о человеке, который красиво говорит, но делать ничего не умеет. Дипломат – это слово мужского рода. Здесь говорится о человеке, отличающемся строгим изяществом манер, учтивостью и особой осторожностью в общении с людьми. Упражнение номер 3. Послушайте текст. Запомните употребление глаголов-паронимов. Составьте распространенные предложения с их антонимами. Выпишите примеры. Опишите ситуации, в которых используются данные паронимы. Глаголы «одеть» и «надеть» различаются не только лексически по значениям, но и грамматически. Первый из них употребляется в конструкциях с предлогом «в» – «о» – «одеть кого во что-нибудь», а второй в конструкциях с предлогом «на», как бы соотносимых с приставкой «на» глагола «надеть что-то на что-нибудь». Глаголам «надеть» и «одеть» соответствуют слова, обозначающие противоположные действия, антонимы. Глаголу «одеть» соответствует антоним «раздеть», а глаголу «надеть» – «снять». Например, «одеть ребенка» – антоним «раздеть ребенка». «Надеть ботинки» – антоним «снять ботинки». По этим антонимичным парам легко запомнить правильное употребление глаголов «одеть» и «надеть». Примеры. Мама одела ребенка для прогулки. Бабушка надела теплое пальто. Упражнение номер 4. Сравните глаголы «одеть» и «надеть». Докажите, что глагол «одеть» сочетается обычно с одушевленными существительными, а «надеть» только с неодушевленными существительными, опираясь на приведенные примеры. Выпишите предложение с олицетворением. Первое. Одеть кого, что, во что или чем. Одеть ребенка в шубку. Бабушку одели и обули. Зима одела поля снегом. Второе. Надеть что и что на что. Надеть пальто. Надеть кольцо на палец. Надеть рюкзак на спину. Он надел куртку.
Предложение с олицетворением «Зима одела поля снегом». Упражнение номер 5. Сравните данные словосочетания. Подумайте, в чем грамматическое различие выделенных глаголов. Составьте с этими словосочетаниями различные по цели высказывания, предложения или диалог, разыграв его по ролям. Первое. Оплатить проезд в автобусе. Оплатить труд рабочих. Оплатить счет. Второе. Заплатить за покупки. Заплатить за проезд в метро. Значит, оплатить можно что-то, а вот заплатить или просто платить за что-то. Например, нам нужно заплатить за проезд в автобусе. Это повествовательное предложение. Тебе нужно оплатить счет за электричество. Это вопросительное предложение. Заплатите за покупки, пожалуйста. Это восклицательное предложение. Упражнение номер 6. Ознакомьтесь с лексической нормой употребления глаголов «выходить» и «сходить». Сформулируйте тонкие вопросы к тексту. Употребление глаголов «выходить» и «сходить» регламентируется грамматическими правилами. В предложении с предлогом «из» употребляется глагол «выходить» – «выйти», а в предложении с предлогом «с» – глагол «сходить» – «сойти». Поэтому из вагона, из автобуса, из троллейбуса, из трамвая выходят, а с поезда, с теплохода, с корабля сходят. Составляем тонкие вопросы. Первое. Откуда сходят на вокзале? Второе предложение. Какой глагол из выше приведенных употребляется с предлогом «из»? Упражнение номер 7. Спешите, вставляя подходящие по смыслу слова, изменяя их форму. Первое предложение. Утром на снегу я заметил отпечатки лап зайца. В книге допущено несколько опечаток. Второе предложение. Был он искусный мастер. В области широко применяется искусственное орошение земель. Третье. В нашем дворе есть стоянка для частных машин. В апреле идут дожди частые. Работа в группах. Первая группа, первый вопрос. Переведите на родной язык глаголы-паронимы. Выходить, сходить. Выходить – шығу, сходить – кету. Вторая группа, первый вопрос. Переведите на родной язык глаголы-паронимы одевать, надевать. Одевать – киіндіру, надевать – кию. Первая группа, второй вопрос. Разберите по составу имена прилагательные: золотой, золотистый, кожный, кожаный. В слове «золотой» корень «золот», окончание «ой». В слове «золотистый» корень «золот», суффикс «ист», окончание «ый». В слове «кожный» корень «кож», суффикс «н», окончание «ый». В слове «кожаный» корень «кож», суффикс «ан», окончание «ый». Кожаный. Вторая группа, второй вопрос. Разберите по составу имена прилагательные: высокий, высотный, единый, единственный. В слове «высокий» корень «выс», суффикс «ок», окончание «и». В слове «высотный» корень «выс», суффикс «от», «на», два суффикса тут,
окончание «ый», высотный. В слове «единый» корень «един», окончание «ый». В слове «единственный» корень «един», суффикс «ств», «н», два суффикса, окончание «ый», единственный. Первая группа, третий вопрос. Подберите к прилагательным подходящие по смыслу существительные. Золотой браслет, золотистый свет, кожный антисептик, кожаная сумка. Вторая группа, третий вопрос. Подберите к прилагательным подходящие по смыслу существительные. Высокий дом, высотное здание, единый платеж, единственный наследник. Первая группа, четвертый вопрос. Составьте распространенные предложения с паронимами, глаголами «выходить», «сходить». Первое предложение. Мне пришлось выходить из автобуса. Второе предложение. Я могу сходить в бассейн, встретиться с подругами. Вторая группа, четвертый вопрос. Составьте распространенное предложение с паронимами, глаголами «одеть», «надеть». Первое предложение. Маржан надела куклу в красивое платье. Второе предложение. Он надел новый костюм. Упражнение номер 8. Спешите, вставляя подходящие по смыслу слова. Объясните свой выбор. Первое предложение. Речка возле нашего аула была мелкой. Второе предложение. В соседнем доме играла веселая музыка. Третье предложение. Вода в ведре была ледяной. Четвертое предложение. У папы кожаная куртка. Пятое предложение. Это был годовалый жеребенок. Упражнение номер 9. Составьте с данными паронимами словосочетание, используя слова в скобках. Главный, заглавный. Главный герой. Главная цель. Заглавная буква. Главная задача. Короткий, краткий. Короткий рассказ. Короткий рукав. Краткий ответ. Краткая биография. Краткий разговор. Короткое платье. Короткое расстояние. Короткий день. Короткая весна. Короткий визит. Короткая ночь. Краткие сведения. Ближний, близкий. Ближний путь. Ближнее село. Ближний аул. Ближний лес. Ближнее озеро. Ближний дом. Близкие взгляды. Близкие отношения. Близкая дорога. Близкие родственники. Близкий приятель. Близкие связи. Мелкий, мелочный. Мелкая бусинка. Мелкая речка. Мелкий песок. Мелкая тарелка. Мелкий почерк. Мелкий картофель. Мелкие камешки. Мелочная обида. Мелочные интересы. Мелочный человек. Следующее специальное задание. Подумайте и скажите, как бы вы заполнили диаграмму Венна, используя материал урока о паронимах. Отличие – это значение. Общее – звучание, написание, часть речи. Второе отличие – сочетаемость.
Ответьте на вопросы, используя паронимы. Какой пароним надо употребить, когда речь идет? Первое. О необразованном человеке. Невежда. Второе. О грубом и невежливом человеке. Невежа. Третье. О человеке, занимающемся дипломатической деятельностью. Дипломат. Четвертое. О лице, награжденном дипломом какого-либо конкурса. Дипломант. Упражнение номер 10. Найдите верные утверждения. Первое. Глаголы «надеть», «одеть» – паронимы. Ответ верный. Второе. Глагол в предложении «оплатите проезд» употреблен неправильно. Ответ неверный. Третье. Прилагательное в словосочетании «соседняя квартира» употреблено правильно. Ответ верный. Четвертое. Существительные невежа, невежда – синонимы. Ответ неверный. Пятое. Прилагательное в словосочетании «мелкий почерк» употреблено правильно. Ответ верный. Спасибо вам за урок. До следующей встречи.